Пошел. Молодец. Олег, я пошел. Начинаем нашу рубрику «Служба 01». На этот раз у нас в городе проходили соревнования среди юных дружин пожарных. Мы находимся на городском стадионе «Шахтер», где проходят соревнования среди городских школ. На данном соревновании участникам соревнований нужно пройти 100-метровую полосу с препятствиями, преодолеть забор, бум, подсоединить рукава между собой к разветвлению и финишировать с наименьшим временем. Значит, рядом со мной находится главный судья соревнования, мастер спорта по пожарно-прикладному спорту Кашкарев Геннадий Иванович. Я думаю, он более подробно расскажет об этом виде спорта и какие виды соревнований будут здесь у нас проходить. Пожалуйста, Геннадий. Ну, как вы видите сами, условия очень жесткие. Тем более у нас здесь, на севере, приходится и в снег, и в ветер работать как на пожарах, так и на соревнованиях. Поэтому даже сейчас юные друзья пожарных, на которых у нас большие надежды возлагаются перед предстоящими республиканскими соревнованиями. В прошлом году наша команда юных пожарных заняла призовое первое место на республиканских соревнованиях. 3 человек попали в сборную республики, и которые выставлялись, значит, на межзональных соревнованиях в городе Хабаровске. Исходя из того, что, значит, готовим мы юных пожарных в жестких условиях, потому что спорт, он сам по себе спорт мужественных, сильных, приходится в экстремальных ситуациях работать. Поэтому ребята практически к этим соревнованиям готовились уже неделю, готовы выполнять все упражнения на должном уровне. Ну, физически они нормально, и более достойных мы обязательно в этом году повезем на республиканские соревнования, которые состоятся в городе Якутске. Если они покажут хорошие результаты, значит, в этом году зональные соревнования будут в городе Владивостоке. Вот. Поэтому все надежды пока возлагаем на тех ребят, которые более физически подготовлены к этому виду спорта. Ну и желаем им всех успехов в старте и хорошего финиша. Я думаю, вы сейчас посмотрите в телерепортаже, что из себя представляет каждый вид соревнований, и какое нужно, так сказать, иметь смелость, психологическую подготовку, чтобы залезть на 2-й этаж учебной башни, потушить горящий противень и так далее. Итак, соревнования юных дружин пожарных завершились. Несмотря на неблагоприятную погоду, борьба на стадионе развернулась очень жаркой. Основную борьбу вели между командами 18-й школы, 12-й и 14-й. В результате упорной борьбы победила дружная команда, общекомандное место заняла 18-я школа. Она награждена переходящим кубком и почетной грамотой. В отдельных видах соревнований победу одержали в полосе препятствий Орехов Сергей, семиклассник 18-й школы, с результатом 29 секунд и 0,3 секунды. В подъеме по штурмовой лестнице во 2-й этаж учебной башни одержал победу также ученик 18-й школы Лобов Михаил с результатом 10,1 секунда. В тушении горячего противня отличился Ганудилов Альберт, ученик 14-й средней школы. Что ж, можно подвести итоги. Эти соревнования проходят у нас ежегодно в городе. Хочется пожелать победителям этих соревнований отборочных, значит, победы в республиканских соревнованиях и отличного отдыха.